глобализации. Бабушка, расскажи мне о своем детстве. Хорошенький мой, я расскажу тебе целую сказку. Друзья, а вы верите в сказки? Я помню, бабушка в детстве рассказывала мне одну историю о том, какой мир был прекрасный до нас. Вы только представьте, у людей не было машин, которые помогали им летать, но они летали в душе, и человек мог самовыражаться. И что, тебе плохо живется? Вот именно, как говорила моя бабушка, жизнь не в том, чтобы жить, а в том, чтобы чувствовать, что живешь. А мы существуем. Наверное, чтобы ты меня понял, я перескажу тебе эту историю. Так вот. Люди танцевали под любую музыку, которая им нравится. Они оставляли грустные мысли позади и начинали двигаться. То есть, ты хочешь сказать, что все вокруг то и делали, что и танцевали? Бред какой-то. Нет, люди сами выбирали, чем заниматься, выбирали свой путь. А помогала им вера. Вера во что-то, как невидимая рука, помогала встать с колен. А вы во что-нибудь верите?
сын, не уйти, не отвернуться от ужасной той картины. Били злобно, били просто, с упоением и досадой, плетью били, били тростью, били страшно, беспощадно, били молодой и старый, по спине ли, по плечам ли, счета не было ударом, и хотелось закричать: «Люди, что же вы творите? На кого подняли руки? Посмотрите, посмотрите!» Обрекли кого на муки? Люди, это не преступник, Божий сын, над кем глумитесь? Это Бог ваш и заступник. Ваша жизнь. Остановитесь! Мне казалось, что кричал, но уста закрыты были. Молча я смотрел, как люди Иисуса били. И смеялись, и плевали, и венок сплели терновый, в багряницу одевали. Мне хотелось крикнуть снова: что плохого он вам сделал? В чем пред вами виноват он? К кресту прибили тело, на Голгофе жизнь распята. Нет, не закричу, не смею. Камень на душе кто снимет? Я не лучше этих смертных. Мне ли суд вершить над ними? Шаг я сделал к подножию. Силы не было для крика, сердце плакало, Сын Божий. И на мне тот грех великий. Били злобно, били просто, и в толпе то я стоя, и не плетью, и не тростью боль тебе я причинял. Я не брал гвоздей руками, а к распятию причастен. Снизу доверху грехами крест голгофский опечатан. Вот свои грехи я вижу. Боже, сколько их, не знаю. Больно, стыдно, страшно. Ниже голову свою склоняю. И не крик, а шепот робкий с онемевших уст слетает. Иисус, прости! И кротко Он ответил мне: прощаю. Нас различают традиции, язык, родина. А сейчас я расскажу тебе о своей.
Послушав тебя, у меня появилось странное чувство, как будто грусть. Наш мир — большой обман. Мы носим одинаковую одежду. Каждый день — это четкая инструкция наших действий. На нас нацепили определенную обертку, а на ней написали «Создатель, родители, по назначению могила». Бандероль из неизвестности в неизвестность. Да нас можно отличить только по номерам, которые нам дали с рождения. Теперь ты меня понимаешь. Нужно что-то менять. Нужно, чтобы люди сами выбирали, чем им заниматься, и имели свою особенность. Но я не знаю, с чего начать. Дружище, кажется, у меня кое-что есть. Мой прадедушка оставил мне подарок. До этого я не знал, для чего это надо. Но он мне сказал, что когда-нибудь я сыграю главный аккорд в моей жизни. Я понял, что он имел в виду. Может, начнем с этого?
менялось к лучшему, но многие боялись что-то изменить. А ты не бойся, борись до конца, будь личностью. Вы не можете быть здесь, если вы умерли. И как у вас не может не быть? Разве есть жизнь после смерти? После смерти. Почему вы так уверены, что существуете? Вас нет. И меня тоже нет. Не двигаться с места. И мы будем также стоять на месте, не пытаясь ничего изменить? Нет, пока хотя бы в одном из нас есть желание двигаться, найти в себе свою изюминку и полюбить ее. У этого мира будет шанс. А мы тебе в этом поможем, ведь мы одна команда, и все мы в одной лодке.